отличие от многих российских регионов, в Башкортостане по итогам прошлого года зафиксирован рост ввода жилья, сданного в эксплуатацию почти 2,5 миллиона квадратных метров. Каким образом это повлияло на рынок недвижимости, обсудим с гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала республики. Сегодня с нами руководитель регионального управления Росреестра Петр Клец. Петр Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, какие итоги главные пандемийного 2020 года вы можете отфиксировать и каким образом повлияла пандемия на работу всего управления? Хороший вопрос, спасибо. 2020 год был сложным, тем не менее плодотворным и насыщенным. Управление Росреестра совместно с филиалом кадастровой палаты справились с поставленными задачами. Об этом может говорить общероссийский рейтинг Росреестра. 85 территориальных управлений в этом рейтинге участвовали по 18 показателям. Управление по Республике Башкортостан вошло в топ-5, и мы заняли 4 место. Это определенно высокий показатель нашей работы. И в 2021 году мы себе планку не снижаем, ставим амбициозные задачи, также работать и в 2021 году. Это один из итогов. Также в 2020 году был знаменательным годом, потому что 25 июня в управлении внедрилась новая система федеральная в ГИС ЕГРН, что в себе объединило 2 программы. Ранее действующие — это реестр прав и кадастр недвижимости. Теперь мы работаем в одной программе, что позволит перейти, это такой шаг новый, дополнительно в цифровизацию, качество услуг улучшится и так далее. Также 2020 год, 16 сентября, ознаменован тем, что мы подписали дорожную карту управления и правительства Республики Башкортостан в лице Андрея Геннадьевича Назарова. Это наполнение реестра недвижимости необходимыми сведениями. Это большая предстоит работа, наполнение сведений о границах населенных пунктах, границах Республики Башкортостан и соседними регионами, правообладателями ранее учтенных объектов, которые до сих пор к нам не обратились за регистрацией. Это, в принципе, должно положительно сказаться на достоверности реестра недвижимости и повлияет как на социальную атмосферу, так и на инвестиционную привлекательность региона. Не могу не сказать о том, что в конце декабря, в начале января управлением совместно с филиалом проведена большая работа, поскольку мы внесли в реестр недвижимости сведения об новой актуальной стоимости объектов капстроительства. Это более 2 миллионов 600 тысяч объектов. Теперь получили новую кадастровую стоимость в рамках актуализации данной оценки. Поэтому большие задачи сделаны. Будем надеяться на положительные эффекты в 2021-2023-2024 годах. Вы начали говорить про масштабную цифровизацию. Давайте поговорим поподробнее, что увидят и в какие сроки физлица, юрлица, и сделает ли это регистрацию удобнее. Действительно, Росреестром в 2020 году была принята ведомственная программа цифровизации, цифровой трансформации Росреестра, которая предусматривает такие цели, как увеличение объема массовых госуслуг, подаваемых в электронном виде, увеличение качества и эффективности оказываемых госуслуг и внедрение клиентоориентированных цифровых сервисов. Например, такой как внедрение в работу государственных регистраторов прав искусственного интеллекта или помощника регистратора цифрового, который будет проверять форматы подаваемых документов, проверять и форматы отсканированных документов, что позволит регистратору более оперативно в сокращенный срок рассматривать правоэкспертизу представленных документов. Также Росреестр планирует внедрить такой новый сервис, это как виртуальная комната сделок. Что предполагается, в одном, скажем так, комнате будут объекты недвижимости, поиск осуществляться покупателей, продавцов, оценка недвижимости, регистрация и так далее. Это позволит инструментам такого образа за 3 дня проводить все необходимые операции по подбору и регистрации сделки, что, соответственно, позволит быстрее рынок недвижимости обеспечивать. Также планируется такая масштабная программа по работе с кадастровыми инженерами, чтобы быстрее проводились кадастровые работы, проходил учет изменений постановки объекта на кадастровый учет. И одна из таких, не могу сказать, больших цифровых задач, которые поставили Росреестр перед собой, это реализовать сервисы «Земля для стройки» и «Земля просто».
Это по аналогии, как раньше был дальневосточный и сейчас есть дальневосточный гектар. Скуфинский Олег Александрович этому вопросу уделяет пристальное внимание. И поэтому в Республике Башкортостан была создана региональная комиссия. Были отобраны 11 городов республики, были выбраны пилотных 40 земельных участков, на которых планируется строительство обеспечить индивидуальных жилых домов и многоквартирных домов. Список утвержден, в Росреестр направлен. Сейчас 4 региона России: Краснодарский край, Республика Татарстан, Пермский край и Иркутская область в рамках пилота. По их регионам эти земельные участки сейчас будут видны на публичной кадастровой карте. Если это будет проект признан успешным, во всех регионах это будет реализовано, и наши, скажем так, 40 земельных участков будут видны на публичной кадастровой карте, что позволит инвестору видеть эти земельные участки, определить для себя, каким образом он планирует использовать, и, скажем, там одним кликом выбрать земельный участок, заключить сделку с муниципальным образованием и начать обеспечивать свое функциональное использование, строительство ИЖС и многоквартирных домов. И в какие сроки? Как только пилотные регионы закончат апробацию, наверное, может быть, во второй половине 2021 года и у нас это все появится. Уже очень интересно. Вот. Какой эффект ожидаете от такого новшества? Эффект поставлен, или задача поставлена правительством Республики Российской Федерации обеспечить ввод жилья. Это большое количество, и как раз таки 40 земельных участков, которые сейчас подобраны, будут способствовать тому, что земельные участки уже сформированы и одобрены, на них будет возводиться жилье. Ну и, кстати говоря, у нас стоит план к 2024 году, если не ошибаюсь, порядка 4 миллионов квадратных метров жилья. Об этом неоднократно говорил глава Башкортостана Рази Хабиров. Ну и такие задачи, да, действительно стоят. Если продолжать тему цифровизации, вот увеличилось количество желающих оформить недвижимость онлайн в Башкортостане в прошлом году. Какую динамику вы видите? Потому что мы помним, что действовали ограничения на передвижение. Да, действительно, с учетом пандемии временно были трудности в подаче документов в бумажном формате, зато таких трудностей не было подачи в электронном виде. Соответственно, за этот период подача в электронном виде на кадастровую учетную регистрацию возросла, и было представлено больше 181 тысячи заявлений в электронном виде на регистрацию, больше 56 тысяч на постановку на кадастровых учет объектов недвижимости. Это высокий показатель. И после снятия ограничений мы не видим отката назад или возвращения, снижения данного процента подачи в электронном виде. О чем это говорит? Это говорит о том, что первое, граждане начинают, и предприниматели, юридические лица, привыкать к подаче в электронном виде. Потому что она удобнее, в том числе. Удобнее, раз. Второе, не выходя из своего офиса, можно подать документы. 2. Сокращены сроки регистрации поданных в электронном виде. 3. Для физических лиц налоговый кодекс предусмотрел льготу 30% от госпошлины, если подаешь в электронном виде. 4. Если ты получаешь электронную цифровую подпись, она действует не один день, а год, 1,5 года. Ты можешь и по другим в течение года обращаться услугам Росреестра, подписывать в электронном виде. Это удобно. Плюс экономится время на перемещение, ресурсы и так далее. Какие еще тенденции вы можете озвучить по итогам 2020 года? Вот льготная ипотека произвела фурор на рынке недвижимости, ажиотаж, все мы видели, да? Вот, а что вы видели в Росреестре? Мы подтверждаем факт, что за 2020 год зарегистрировано 102 тысячи ипотек в 2020 году, что больше по сравнению с 2019 годом, примерно на 20%. Если рассматривать в разрезе первичный рынок недвижимости и вторичный, то какие доли? Здесь вот 102 тысячи ипотек, сказали, 2 государственные программы. Это льготная ипотека, которая действовала, да, это 6161 ипотеку мы зарегистрировали, и сельская ипотека, больше 2500 ипотек. При этом в этом сегменте мы вошли в первую тройку лидеров как в Приволжском округе, так и по Российской Федерации. То есть мы говорим, что такая госпрограмма помогла жителям республики приобрести недвижимость даже в такой сложный период 2020 года. Загородная недвижимость, мы подтверждаем, тоже с плюсом пришла по сравнению с 2019 годом. Поэтому есть такие положительные показатели. У нас еще остается время обсудить новшества 2021 года. Ждем от вас подробностей. Одно из очень актуальных новшеств, то, что мы с РГАУ МФЦ определили перечень офисов РГАУ МФЦ, это почти 99 офисов, которые сейчас действуют, для того, чтобы принимать документы в электронном, в экстерриториальном формате.
Это что говорит? Сейчас принимает только филиал кадастровой палаты на 50 лет СССР в таком режиме. В ближайшее время будет принимать РГО МФЦ. То есть, независимо от местонахождения объекта недвижимости, правообладатель может обратиться в офисы РГО МФЦ для подачи документов в электронном виде, в бумажном и в электронном виде, если это на портале, независимо от своего присутствия. Граждане республики могут обращаться в РГО МФЦ, если приобретают недвижимость, к примеру, в Краснодарском крае, на Дальнем Востоке. И также наоборот. Мы видим тенденцию, что сейчас увеличивается экстерриториальная подача документов на регистрацию. Это очень хороший показатель. Контроль безопасности каким образом осуществляется? Контроль безопасности, то, что сотрудники сейчас кадастровой палаты РГО МФЦ принимают документы, соответственно, проверяют личность гражданина, который приходит за подачу документов, передают нам. Государственный регистратор удостоверяет подлинность документов, мы сканируем и передаем эти документы регистратору того региона, в котором находится объект. Соответственно, регистратор проводит проэкспертизу, присылает нам итоговые документы, мы выдаем заявителю. Поэтому здесь вот как раз таки государственная политика, чтобы граждане не тратили ресурсы и время на перемещение. Поезда, самолеты с одного субъекта в другой. Пришли в ближайший офис РГО МФЦ, подали документы, это удобно, быстро, ну и скорее всего комфортно. Какие еще нововведения? Еще одно нововведение, то, что с 1 января текущего года, 2021, налоговый кодекс внесены изменения, и теперь не нужно оплачивать государственную пошлину за регистрацию ранее возникших прав. Ранее возникшие права, это которые возникли до 30 января 1998 года, зарегистрированные в реестрах, скажем так, БТИ, право, если возникло до этого времени. Ранее необходимо было обратиться к нам по желанию заявителя, заплатить 2000 рублей. Сейчас это не требуется оплата, достаточно прийти в РГО МФЦ, подать заявление, приложить правоустанавливающий документ, мы зарегистрируем, и в нашем реестре появится запись о регистрации права. Ну, дачная амнистия продлена до 1 марта 2026 года. Мы ждем весной текущего года федеральный закон о гаражной амнистии, который, можно сказать, тоже долго ждем. Если такой закон будет введен в действие, то мы ожидаем, что 30 тысяч гаражей, которые у нас на учете сейчас в реестре есть и в которых нет правообладателей, скорее всего, правообладатели будут зарегистрированы у нас. Спасибо большое, Петр Вячеславович, за то, что пришли сегодня к нам на интервью. А я напомню нашим телезрителям, что гостем программы интервью в эфире главного телеканала Республики был руководитель регионального управления Росреестра Петр Клец. И мы говорили о работе Росреестра и регистрации недвижимости.